Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Мы вновь выходим на онлайн-связь с вами. На брифинге обсуждаем ситуацию о коронавирусе и говорим о том, какие меры противодействия новому вирусу должны предприниматься. С нами на брифинге участвует главный врач Верхнеаркейской СРБ Гатавалина Разида Халиловна. Сейчас слово предоставляется Разида Халиловне. Добрый день, уважаемые илишевцы. С начала года в районе 137 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последнюю неделю еще заболело 6 человек. За весь период пандемии выздоровело 134 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом. За последнюю неделю это 7 человек. Всего за весь период наблюдения взято у пациентов 5919 проб на исследование на коронавирусную инфекцию. Готовых результатов на сегодняшний день 4766. Кроме этого, сотрудниками Роспотребнадзора вынесено за весь период пандемии коронавирусной инфекции 32 предписания на 349 человек по различным очагам. ОРВИ с 1 сентября заболело всего 1404 человек. В этом году рост ОРВИ идет в основном за счет взрослого населения. Пневмонией с 1 сентября заболели 49 человек, что на 16 случаев больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. По поручению Министерства здравоохранения с 13 октября 2020 года на базе инфекционного отделения начал функционировать инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией на 15 коек круглосуточного пребывания. На текущий день стационарное лечение получает 15 человек. Кроме этого, на базе психотерапевтического отделения организовано отделение на 30 коек круглосуточного пребывания для оказания медицинской помощи пациентам с ОРВИ средне-тяжелого и тяжелого течения и внебольничными пневмониями. На сегодня там находится 8 человек на лечении. Ежемесячно 3 участковых терапевта ведут стационарный дому для пациентов с пневмониями, сейчас это 62 человека, и осуществляют амбулаторное лечение пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией. В настоящее время это 156 человек. Дополнительно создана 3-я бригада скорой медицинской помощи для выезда к больным с повышенной температурой. Это в среднем 30 вызовов в день. И для сопровождения пациентов на компьютерную томографию в город Нефтекамск. Ежедневно это 2-3 пациента. Для уменьшения риска заражения в ЦРБ работают фильтр-посты на входах. Они разделяют потоки температурящих и нетемпературящих пациентов. Действует режим карантина в стационаре. Госпитализация осуществляется только после проведения анализа на коронавирусную инфекцию с целью уменьшения риска ее распространения. На экране вы увидите телефоны горячей линии для того, чтобы могли обратиться по любым вопросам, возникающим по коронавирусной инфекции.